Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говоря о Константинополе, сказал: Константинополь непременно будет взят мусульманами. И как же прекрасен тот юноша, который возьмет этот город, и как же прекрасно то войско. Обратите внимание, посланник Аллаха говорит, алейхиссалату вассалям, мусульмане, не заблудшие, а мусульмане обязательно возьмут Константинополь. И потом уточняет, как же прекрасен, говорит, этот мусульманский юноша, который возьмет этот город, полководец. И как же прекрасно, говорит, его войско, мусульманское войско. Мог посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказать прекрасное войско мусульман на заблудшего еретика? Не мог, конечно. Это уму непостижимо, что пророк так мог сказать. Он говорил и восхищался о подвиге, который сделают мусульмане, взяв Константинополь. Все ученые единогласны в том, что это хадис относится к взятию Константинополя Мухаммадом Фатихом. Турки называют его Мехмед II, Мухаммад Фатих. Так Мухаммад Фатих взял этот Константинополь. Если не ошибаюсь, ему было 22 или 23 года. Так кто же это юноша, которого пророк восхвалял, говорил с добротой, с любовью? Кто он? Мюрид шейха тариката Ак-Шамсуддина. Ак-Шамсуддин был шейхом тариката. И Мухаммад Фатих перед взятием Константинополя в некоторых книгах говорится, что он говорил, чтобы шейх дал ему право уйти от правления и уйти вместе с ним в Завии, суфийские обители. Но устаз сказал ему, что его участь – это правление. И дальше, конечно же, случилось то, что случилось. Завоевание Константинополя и переименование Исламбул. Сейчас говорят Стамбул, но изначально был Исламбул, город ислама.